Якуты, самые северные скотоводы России, просыпаются с восходом солнца. Тепло и свет небесного светила для них как божественное благословение. Для народа Саха, веками создававшего северную цивилизацию, жить в гармонии с природой – это философия выживания. Благодаря ей удалось сохранить традиционный уклад жизни, уникальную культуру и мировоззрение. Ну, якутскую породу это не выводили, это она пришла к нам издалека, с наших предков, это дар предков наших. Якутский крупный рогатый скот впервые описан в трудах академика Александра Мидендорфа. Также якутский скот интересовал известных этнографов Ричарда Мака, Всеволода Ионова, Вацлава Серошевского и других. Этнограф Серошевский в своей известной работе «Якуты» отметил особую выносливость якутского скота, приспособленность к низким температурам, а также к зимней бескормице. Развитию животноводства в Якутии посвящена работа Георгия Башарина. Она содержит подробные данные по динамике численности поголовья всех домашних животных. Наиболее ценным в работе Георгия Прокопьевича Башарина является тщательно собранная им статистика численности скота. В конце XIX и в начале XX века скотоводство стало значительно преобладать над коневодством. В это время поголовье крупного рогатого скота увеличилось почти в 2 раза. Якутский рогатый скот разводился в чистоте до 1929 года. Начиная с этого времени начался завоз холмогорского и сементальского скота, и поголовье местного скота начало сокращаться. В 1962 году на территории республики еще оставалось 16-17 тысяч голов якутского скота, а по данным переписи на 1 января 1990 года осталось всего 986 голов, в том числе 350 коров. В советский период были организованы 4 научные экспедиции. Более детальное и подробное изучение якутского скота было предпринято в научных стационарах Сергеляхского опытно-производственного хозяйства и в совхозе Эльгайский. Эту работу возглавил доктор сельскохозяйственных наук Георгий Павлович Коротов. Именно им были впервые проведены глубокие исследования по биологическим и адаптационным особенностям якутского скота. Георгий Павлович Коротов и его ученики-последователи, а также ученые Якутского сельскохозяйственного института Василий Гоголев, Николай Горохов, Прокопий Винокуров приложили много усилий, чтобы сохранить поголовье якутского скота. В 1994 году при поддержке Юрия Трофимова, занимавшего тогда пост министра сельского хозяйства Якутии, и директора Сахаполем-объединения Олега Маркова из Вено-Бутантайского улуса привезли 77 голов якутского скота на участок Улу-Усыгы, поселка Магарас, Горного Улуса. Бұл бәбіт түріт байбыт түріт сүйібіттен анандан итен бұл поддержка олатын білігін аңа қотомлар тұтылдан онан біге әрақ тұрақанана бүділері хидерден. В 2002 году по указу президента республики в целях сохранения использования генофонда якутского скота были созданы государственные учреждения Тускул и Бытантай. Директорами были назначены Иван Алексеевич Гаврильев и Алексей Дмитриевич Бочкарев. В государственном бюджетном учреждении генофондного питомника Тускул долгие годы директором был Дмитрий Прокофьевич Карманов. Поголовье якутского скота с каждым годом увеличивалось. Такой успех – это результат самоотверженного энергичного труда всех сотрудников предприятия. В 2018 году генофондный питомник Тускул вошел в состав новосозданного государственного бюджетного учреждения Саха-Агроплем. Руководителем был назначен Василий Тимофеевич Лукин. В 2018 году по указу главы республики Айсена Сергеевича Николаева якутское скотоводство в республике получило новый стимул для развития.
Поставлена задача до 2024 года увеличить маточное поголовье якутского скота до 1000 голов. В 2020 году генофонд «Якутский скот» отделился от ГБУ «Саха-Агроплем», и таким образом было создано отдельное генофондное казенное учреждение Республики Саха-Якутия «Якутский скот». Руководителем был назначен Александр Еремеевич Артемьев. Задача генофондной организации состоит в том, чтобы сохранить уникальность, присущую животным, жившим в эпоху наших предков, и передать ее потомкам в первозданном чистокровном виде. Именно в этом состоит основная миссия. Прежде всего, мы сегодня зимний период стойлового периода мы содержим 1171 голову крупного рогатого скота, из них 346 голов дойного стада. Но я считаю, что с помощью науки мы сообща все должны достичь больших показателей, выполнить все индикаторы, и желаю, чтобы сегодняшнее мероприятие, которое мы начинаем, должно быть для этого познавательным, для этого эффективным. И я желаю, чтобы в будущем мы имели поддержку со стороны научного сообщества. В 2022 году, в День летника, в селе Таастах Намского района республики открылись объекты предприятия «Якутский скот», научный центр репродукции генофонда якутского скота и летник на участке Тураннах. В научном центре будут заниматься селекционной работой. Здесь разместились лаборатория, построенный коровник на 30 голов и двухквартирный жилой дом для специалистов. Открытие центра даст возможность получать новые знания о генетическом разнообразии и особенностях уникальной якутской аборигенной породы крупного рогатого скота. Без науки на Крайнем Севере невозможно добиться хороших результатов. И главным достижением ученых, зоотехников, скотоводов и всего народа Саха является сохранение якутского скота. И люди, посвятившие свою жизнь этой нелегкой работе, по праву пользуются глубоким уважением якутян.